Ассаламу алейкум. 3 июня 2017 года. Я вот сейчас прогуливаюсь вокруг такого озера. Это в районе Червленного моста, не доезжая до Червленного моста. Цель моей прогулки сегодня довольно-таки необычна. Никогда в жизни не думал бы, что мне такое придет в голову. Но почему-то в последнее время очень много слышу от людей, очень много читаю. И во снах почему-то вижу, что эта тема змей очень активно вокруг меня курсирует. В общем, сегодня воскресенье. Появилось желание такое, ненормальное желание, абсолютно, конечно, пойти походить в местах, где они более массово обитают, где они могут быть. И программа максимум поймать какую-нибудь гадюку или щитомордника. Правда, я не, в принципе смогу, наверное, отличить гадюку от щитомордника. Щитомордник тоже гадюка вроде бы, но более опасная, гораздо более опасная, чем гадюка. Так, программа максимум это поймать, программа минимум хотя бы увидеть и заснять. И такое дело. Просто делать нечего. Хотя есть делать, конечно, что, но сегодня немножко захотелось адреналинчика, как говорится. Но я уже полчаса хожу и ничего не вижу, к сожалению. Куда все змеи подевались? Примерно год назад мы с моим другом Моулой Гайрхановым вышли прогуляться вот так вот. И за день увидели 8 змей. Причем 5 из них были ядовитые. А сегодня почему-то пока тишина. Так, друзья, я, честно говоря, рассчитывал увидеть очень маленьких змей. Я здесь брожу где-то часа полтора. За это время 4 змеи от меня сбежали. Вот то, что я сейчас вижу, честно говоря, для меня очень неожиданно. Сейчас я вам попробую это показать. Вот смотрите, там громадная змея. Я не знаю, живая она или нет, но она очень большая. Живая. Живая. Вот смотрите. Ай, да это. Ай. Так, одна сбежала. Прикол. Так. Она сбежала. Она ушла вот в эту самую нору. Так, друзья. Вот еще одна змея. Тоже не маленькая. Тоже не маленькая. Так, пока она не двигается, она величиной где-то. Так. Величиной, чуть больше метра. Вот. Пошла. Эх. Ну вот, смотрите, сбежала. Ни тебе здрасте, ни тебе до свидания. Так, и вот тут еще что-то такое мертвое, дохлое лежит, уже череп. Я не знаю, что это такое, но посмотрите.
Ну что, друзья, так, я прошел половину этого озера. Так, видел 4 небольшие сравнительно, наверное, не знаю, змеи, которые сиганули от меня в воду. 3 я не видел, честно скажу, вообще не видел. Они просто в траве прошуршали передо мной. Одну успел увидеть, она была черная. Я успел увидеть только хвост. Схватить за хвост, конечно, не успел. Благо и желания такого у меня не было. А вот эта вот самая змея, которая сейчас пыталась познакомиться со мной. Не знаю, ну да, это было зрелище. Я до этого ходил как-то совершенно спокойно, думал, змея, подумаешь, змея. Хотя так, боюсь змей до ужаса. Но вот эта вот змея, она была достаточных размеров. И характер у нее оказался такой, что она заставила дальше проявлять уважение ко всем присмыкающимся безногим. Вот такая ситуация. Как говорит, вполне может быть, мне кажется, что она была не ядовитая. Но мне почему-то показалось, что она не знает ни чеченского, ни русского языков. Чтобы я у нее спросил, а она мне доходчиво ответила. А на ее языке объясняться я уже не мог. Вот. И отсюда мораль. Я к ней реально подкрался, к этой змее. Она на меня бросилась. Как я понял, почему она на меня бросилась, я ее отрезал от ее спасительного от ее норки. Поэтому она решила устранить преграду между собой и своим спасением единственно возможным для себя способом нападения. Вот. Еще раз говорю, мне так кажется, что она была не ядовитая. Но как сказал один мой хороший друг, даже если она собиралась мне сделать бесплатный китайский массаж, лекарственный, лечебный, все равно мне это что-то особо не понравилось. Вот. Так что мы ищем дальше. Еще осталось полозера пройти. Всем привет от ненормальных людей, которые проводят свое время. Так что это достаточно хорошо запоминается. В общем, тем, кто так выходит на природу, и вот так вот как-то ходит вокруг болот, рек, большой совет: шумите. Идете, возьмите палку, так вот, берите палкой, водите по этим самым, шумите. Тогда наверняка вас никакая змея не потревожит. Так, а вон там сейчас какая-то птичка интересная. Она сейчас плавала, потом нырнула, и ее уже секунд 15-20 нет на воде. Сейчас я попробую вам ее показать. Вот она. Так. Вот она. Не знаю, что за птичка. Но она нырнула очень серьезно. О, опять нырнула, смотрите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Она что, утонула, что ли? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Обалдеть. 27, 28, 29, 30. Нет ее до сих пор. Она вон там выскочила. Да. Она вон там выскочила, под водой прошла и выскочила. Надо же. Вы знаете,
прогуливаясь здесь, я прошел чуть дальше на берег Терека, и там сидел один пожилой дядька, который, когда узнал, чем я сегодня тут занимаюсь, рассказал, что видел, я ему видео показал, вот этой змейки, которая на меня бросалась. Вот дядька рассказал, что видел здесь и в этом году, и в прошлом году змеи гораздо более крупнее, гораздо более серьезнее, чем это. Ну, с его слов, я его 3 раза переспросил, точно вы это сами видели? И он точно клятвенно подтвердил, что видел это своими собственными глазами. Как некая огромная змея, ну, огромная по меркам Чеченской Республики, которую он сказал, что толщина ее чуть ниже головы была примерно вот как с человеческую руку. Вот такая вот толщина была у змеи, с его слов. И что она якобы переплывала рукав Терека на остров и в пасти держала какую-то большую рыбу, ну относительно большую. Он сказал, что это был сом. Так, это не змея, это ящерица. Вот. Я у него несколько раз переспросил, правда ли это? Вот прям такая большая змея. Он сказал, что у нее была огромная голова. Он сказал, что у нее было тело пониже головы, примерно толщиной с человеческую руку. Потом он сказал, что примерно таких же змей в прежние годы, раньше, он видел, одну видел в воде где-то в районе Мескер-Юрта, в каком-то пруду. Она тоже проплывала по воде и держала в пасти какую-то крысу, может быть, водяную крысу какую-нибудь. И тоже была очень мощная. Потом сказал, что еще где-то были такие же змеи, тоже видел. Так что вот так. Будем надеяться, что дяденьке привиделась анаконда, которая в Чеченской Республике, равно как и в Российской Федерации, не водится. Но при этом, при всем, будьте осторожны, господа хорошие, будьте осторожны. Смотрите, хотите посмотреть, какой там вид отсюда открывается? Вот какая красота. Вот какая красота. Вот. Очень красиво. Очень красиво. Слава Богу, люди вообще не помнят случая, чтобы когда-либо в Чеченской Республике змея напала на человека. Ни разу, ни единого случая. Чтобы, тем более, чтобы кто-нибудь умер от этого. Не было здесь такого. А это значит, что эти змеи не ядовитые. Это может быть какие-то полозы, которые мирно охотятся на рыбы и крыс. Никого не трогают. Вот как сейчас вот эта змея, которая там была. Если всякие ненормальные люди их не достают, они никого не трогают. Вот такие вот дела. Так, а вот еще одна. Это уже лежит на дороге. Так. Так, я ее подброшу.